приглашенные. У меня один вопрос. Вот сейчас мы все пользуемся приложением Тундук, Инфодокс. Насколько эти программы обезопасены? В Тундуке, сами знаете, хранятся все данные наших граждан. Насколько обезопасена эта программа? Бұл түндік системасы негізі бүт субъекттер азыркы учурда киберкоопсуздукту обеспечивать эткенге өздөрү милдеттүү да, андан тышкары текшерүү жүргүзүлүп турат. Акыркы текшерүү түндүк системасын өткөн жылы өткөрүлгөн совместно с агентством по защите персональных данных. Анын рекомендациялары жана кандайдыр бир каралбай калган жана 62 постановление деп атпайбызбы, ошого ылайыктуу текшерүү жүргүзүлгөн да. Кандай бир каралбай калган маселелер кабинет министрлеринин адресине анан жана өздөрүнө түндүк субъектине жөнөтүлгөн аткарууга деп. Анын так маалымат мына министрлик агентство по защите персональных данных бар. Здравствуйте, уважаемый Владимир Инспекторович. Бахтин Валерьевич, по вашему вопросу относительно Тундука. Тундук не является как таковым держателем базы данных, которые там отображаются в самом приложении. Приложение само Тундук, оно выступает только в качестве интерфейса такого некого монитора, который отображает данные граждан наших. А те данные, которые отображаются в самом приложении, они находятся в базах данных тех услуг, которые сами госорганы предоставляют. Например, по той же недвижимости, условно, если вы запрашиваете услугу по недвижимости, то, естественно, данные берутся из базы того же кадастра, например, или службы земельных ресурсов, и только отображается в самом приложении Тундук. Поэтому само приложение, оно не хранит данные граждан, и в этой части, как минимум у нас, как у уполномоченного органа, вопросов к самому приложению нет. У нас, конечно, есть вопросы к самим держателям баз данных, опять-таки, тех же государственных органов, которые владеют этой информацией. Вот как отметили коллеги, мы проводили в прошлом году аудит, и по итогам аудита у нас было проведено совещание на площадке заместителя председателя Кабинета министров Бахтыра Гешевича Турубаева. Были даны соответствующие поручения в соответствии с нашими профильными законодательными актами. И сейчас, как говорится, ведется свод отчетов по тем пунктам, которые им были предписаны. И если, то есть мы думаем, что по итогам этого отчета мы повторную проверку тоже опять будем проводить. Какие мероприятия были предприняты? Спасибо. Спасибо большое. Ну, касаемо законопроекта, он нужен. Я тоже поддержу этот законопроект. Спасибо. Вопросов нет больше.